Хватит меня отвлекать! Ну, какие услуги вам подарили? К сожалению, я не могу говорить, потому что тут стоит моя девушка. Почему ты вступил в Хантер? С нами следующий. Да куда ты встал? Аскар! Всем привет, ребят! Меня зовут Асема, я являюсь представителем Алматы менеджмент университета и стафом агитационной бригады Hunters SMM отдела. И в этом видео вы узнаете о нас. Hunters я отвечаю за SMM отдел, в мою зону ответственности входит TikTok, YouTube и Instagram. Почему Hunters? Потому что в начале, когда я была первашкой, только вступила в Алмаю, Hunters одни из первых устроили свой кастинг, и когда я пришла на кастинг, я не знала, кто такие Hunters, что они делают, что в их обязанности входит и так далее. Я просто пришла, грубо говоря, по фану. И так вышло, что меня приняли на первом кастинге, на втором туре. И я прошла и осталась. А изначально я планировала вообще в другой студенческий клуб вступать, который организовывает мероприятия на 1000 и более человек. Но так судьба расположилась, что меня приняли, и я здесь осталась. Чему я очень сильно рада. Нет, но было такое внутреннее. Во мне был вопрос, хочу ли я здесь быть, это ли мое место, здесь ли мне комфортно и так далее. Но потом мне так повезло, что была командировка в город Актау, что ответила на все мои вопросы, которые были у меня в голове, и расставила все точки над «и». Очень благодарна этой командировке, и эта командировка одна из лучших воспоминаний за мой первый курс, когда я была первашкой в Hunters, потому что эта командировка по сей день греет мою душу, я каждый раз ее вспоминаю, с любовью смотрю фоточки, видео и наш влог. Когда я стала Как могу стать Хантерсом? А когда я стала стафом, моим одним из любимых воспоминаний является ТБшка, которая прошла буквально неделю назад. Она понравилась мне тем, что она была намного лучше, чем первая, это во-первых. Во-вторых, мы были очень уже близки, никто не стеснялся, нам было очень вместе комфортно. И она так мне запала в душу, что я до сих пор ее вспоминаю и хочу уже третью ТБшку с ними. Поэтому вот так вот. А теперь узнаем ответы на эти же вопросы у моих сокомандников. И теперь с нами капитан ивент-отдела Канат. Всем привет, я капитан агитационной бригады Hunters, отвечаю за ивенты, этидоды, аудоры, тестирование в университете и так далее. Хорошо, а почему из всех 13 студенческих клубов в Алматы менеджмент университете ты выбрал именно агитационную бригаду Hunters и остался с ней до конца? Потому что Hunters привлекли меня своим дружеским вайбом. Мне понравились стафы во время кастинга. Вот. И в целом не было желания вступать в другие клубы. За весь этот год, когда ты был первашом, было ли у тебя внутреннее выгорание? И хотел ли ты кикнуться с агитационной бригады Hunters? Как такового выгорания не было. Я хотел кикнуться в самом начале, примерно в октябре, потому что деятельность Hunters по итогу меня не совсем привлекала, но стаф уговорили меня остаться, и я остался. Теперь расскажи свое лучшее воспоминание, связанное с Hunters. Возможно, это было, когда ты был первашом, кэпом, и либо же летом, когда ты работал в приемной комиссии Алмаю. Самое лучшее воспоминание, связанное с Hunters, это в голову пришло сразу ориентационной неделю. Вот. В целом, Hunters — это большое воспоминание хорошее. А теперь с нами мой кэп SMM отдела Борисова Айша Аскарқызы. Всем привет, меня зовут Айша, я капитан агитационной бригады Hunters. Айша, ты с нами не с первого курса, а со второго, но с первого кастинга. Что за первый курс изменилось, что ты вступила в агитационную бригаду Hunters? На первом курсе я не смогла поступить, потому что у нас было онлайн-обучение, и как только мы вернулись, уже прошел и второй кастинг. И я решила для себя то, что я вступлю в Hunters на втором курсе. За все это время были ли у тебя мысли о кике, и как ты их переборола?
Как таковых мыслей о кике у меня не было, но у меня было выгорание, когда я была первашкой. И для себя я решила то, что я не дам одной минуте слабости разрушить то, что я строила 6 месяцев и как я старалась ради Хантерса. Ну и что это было правильным решением, потому что в итоге ты стала Кэпом. Теперь давай одно, либо несколько воспоминаний, связанных с нами за эти 1,5 года. Возможно, когда ты была первашкой или когда ты стала Кэпом. Конечно же, самые лучшие воспоминания у меня были, когда я была первашкой, потому что были доды, были командировки, были разные мероприятия, аутдоры, на которых мы готовились, и я очень с теплой нотой вспоминаю все эти воспоминания. А теперь с первашами мы создаем новые воспоминания. И с нами следующий став — Шаби. Всем привет, меня зовут Сабина, я являюсь вице-кэпом Hunters, а также нахожусь под руководством Айши в СММ-отделе. Хорошо. Почему ты выбрала на первом курсе именно Hunters, а не другой студенческий клуб? Ну, вообще, Hunters мне запомнился еще в 11 классе, когда они приезжали в мой город и устраивали День открытых дверей на тематику «Чарли. Шоколадная фабрика». Тогда-то мне и запомнился Алмаю как университет и Hunters как агитационная бригада. Хорошо. За весь первый учебный год, когда ты была первашкой, было ли у тебя такое, что у тебя было выгорание, ты хотела кикнуться или еще что-то? В Хантерс я вступила на 2 семестре, поэтому адаптацию я хорошо прошла, и я смогла распределять жизнь в Хантерсе и учебу равномерно, поэтому особых выгораний и тому подобное не было. Хорошо, теперь можно твои лучшие воспоминания с Hunters за все твои 1,5 года с нами? Наверное, это День открытых дверей, который провели мы, Hunters, на тематику SpaceX. И сам день, он очень мне запомнился, начиная от подготовки к доду, его проведения и окончанию. И теперь с нами король ледок Альер. Говорю уже который раз. Всем привет, меня зовут Альер, я являюсь вице-капитаном агитационной бригады Hunters. Почему ты выбрал именно Hunters? Почему я выбрал Hunters? Да. После одного события на первом курсе я думал, что меня не возьмут ни в один студенческий студклуб. После одного события на первом курсе я думал, что меня не возьмут ни в один студклуб. И Hunters объявили самыми первыми объявили кастинг, я решил рискнуть и вступил. И сейчас я здесь. Хорошо. Но мы знаем, что ты был не только в Хантерсе. Почему в итоге ты остался только с нами, а не ушел в другой студклуб? Ну, выбора у меня не было, потому что меня оттуда кикнули. Теперь назови, пожалуйста, свое лучшее воспоминание, связанное с нами. Возможно, когда ты был первашом или когда ты стал стафом. Одно из ярких воспоминаний — это когда уже объявляли стафов. Вот тогда я был очень рад, и это и есть одно из самых ярких воспоминаний. И с нами следующий стаф. Всем привет, меня зовут Эмилис, я являюсь вице-капитаном агитационной бригады Hunters, и я состою в отделе School Leaders, то есть мы занимаемся обходами школ, обзонами и так далее. Хорошо, Томми, когда ты была первашкой, почему именно Hunters, а не другой студклуб? И рассматривала ли ты вообще другие студенческие клубы? Да, я рассматривала, но на самом деле самый первый меня своим выступлением зацепили именно Hunters, своей вот атмосферой. Когда они выступали, там они все друг друга поддерживали, и меня это притянуло. Хорошо, теперь поделись своим лучшим воспоминанием вместе с нами. Если делиться воспоминаниями, когда я была первашкой Hunters, то это, наверное, .SpaceX, и когда мы поздравляли наших парней с 7 мая, и мы выехали в горы, да, вот, тогда атмосфера была классная, мы все сблизились друг с другом, и также было очень весело, несмотря на то, что тогда была ужасная погода, дождь, нам всем было классно и весело. И также .SpaceX, мне очень нравились наши тренировки, подготовка, вот это все, и думаю, это лучшее воспоминание.
Если говорить о воспоминаниях, когда я стала стафом, то это, наверное, воспоминания, когда я стала стафом. И также, когда мы готовились все на ретро-пати. И теперь с нами самый сексуальный став агитационной бригады Hunters Ару. Ару. Ладно, всем привет. Меня зовут Аружан. Всем привет, меня зовут Аружан. Я являюсь вице-капитаном агитационной бригады Hunters в отделе Event. Получается, устраиваем доды, аутдоры и так далее, и так далее. Все. Ару, ты с нами не с первого кастинга и не с первого курса. Что повлияло на твое решение вступить в агитационную бригаду Hunters? Ну, на первом курсе у меня была совсем другая жизнь, она была более тусовочной и так далее, и так далее. Я была реально тусовки. И потом, получается, вообще в целом я же после колледжа, и я сразу пришла на второй курс, можно так считать, и получилось так, то, что вот реально я была тусовщицей, потом я решила взять себя в руки, как-то уже влиться в студенческую жизнь и так далее, и так далее. И у нас, получается, у моих капитанов, когда они были первошами, они приходили к нам в колледж, получается, мы пришли в Атриум, у них был мини-дот для колледжа МАП. Я выпускница колледжа МАП. Тогда я уже понимала, точнее, я уже тогда поняла то, что этим занимается, вот есть отдельная студенческая организация, агитационная бригада Hunters и так далее, и так далее. Потом летом мне часто попадались именно тиктоки Hunters. У меня был мой хороший знакомый, Кана, он состоял здесь, он сейчас капитан, мой капитан. И так получилось то, что во втором семестре я увидела их промо. Он репост сделал, получается, да. Я увидела этот репост и такая, блин, а можешь попробовать? Как раз еще мы с Элей просто, Эля тоже став, вот, мы с ней просто реально, просто так ходили в университете, нам реально чего-то не хватало в жизни. Я сказала, все, мы с тобой идем на кастинг, мы, получается, зарегистрировались в последний день, вот так вот пришли на кастинг Hunters. Хорошо, ты с нами уже немало времени, и давай твои лучшие воспоминания вместе с нами. Так, в роли перваша это, скорее всего, наверное, Dot Space X, потому что, да, Dot Space X, мы вот готовились днями, ночами, тогда нам ставила танец Вероника, это было вот это было жестко, да. Мы каждый день репетировали, но я за это очень сильно благодарна Веронике, потому что это вот такой огромный опыт. Мы каждый день репетировали, каждый день у меня мышцы болели просто. Я не знаю, это можно здесь материться или нет? Мы это запикаем. Окей. И получается, я просто реально, мы с утра до вечера репетировали здесь, я приходила домой, и просто у меня все мышцы болели. Но это прошло вот просто... Вот. А в роли стафа это, наверное, подготовка к речевому модулю, потому что к этому я очень так отнеслась, прям серьезно. У меня была своя группа, свои девочки, и это единственная первая группа, которую первые сдали, первые начали ходить на обходы, и дай бог увидите, скоро они поедут на командировку. Дай бог, дай бог. Дай бог, да. Было ли у тебя такое, когда ты была первашкой, выгорание, мысли о кике, и рассматривала ли ты другой студ-клуб? Мысли о кике, да, были. Было такое то, что даже когда я была первашкой, даже когда я сейчас в роли стафа, иногда бывают такие мысли, ладно, шучу. Когда я была первашкой, был такой момент, когда я хотела уйти, потому что, это такой, знаешь, секретик, об этом никто не знает, кстати, такой эксклюзив, я знаю только Эля. Короче, был момент, когда отбирали на командировку. Я не смогла сдать Аиде. Аида Баглановна, да. Я не смогла сдать, и я очень сильно... Просто бывает же такое, когда человек просто у тебя все желание отпадает. Аида Баглановна была таким вот человеком жестким, да, и я реально вот просто типа, а может я просто зря стараюсь, и я хотела такая, может это не мое, Диген.
ойлар болды. Я такая, блин, ну нет. Я поплакала там, короче, все нормально было, все было хорошо. Все, я осталась до конца. Ну, я рада, что ты осталась. Очень Я рада. тогда реально, я тогда хотела кикнуться. Я удивлена. Об этом никто не знает, кстати. И с нами следующий вице-капитан агитационной бригады Hunters Алдиар. Всем привет, меня зовут Алдиар, я ответственный за School Leaders. Хорошо, Алдиоха. Ты с нами уже 1,5 года. Что повлияло на тебя, чтобы ты вступил в Hunters? Сначала вступать в Hunters у меня не было никакого желания, но так как в этой агитационной бригаде состоял мой брат Исламбек Ислямов, на данный момент он является ментором, он меня уговорил, показал, какая здесь классная атмосфера, и, в принципе, это и повлияло на мое решение. Поэтому я пришел в агитационную бригаду Hunters. Хорошо, за эти 1,5 года у тебя были мысли о кике, либо ты рассматривал другой студ-клуб? Другие студ-клубы я просто рассматривал, но не планировал в них поступать. Мысли о кике у меня были, да, было выгорание после второй командировки. Я немного устал от этой работы, от очень высокого темпа студенческой жизни. И вот это был тот самый момент, когда мне хотелось кикнуть. Но какого-то серьезного масштаба эти мысли никогда не имели. Теперь расскажи про свои лучшие воспоминания с Hunters, возможно, когда ты был первошом или когда ты стал стафом. В Хантерсе очень трудно выделить одно лучшее воспоминание, поэтому я выделю сразу 3. Первое воспоминание – это первая командировка, 7 команд. Второе – это вторая командировка, Питер, Кустанай. И третье воспоминание, наверное, это кастинг на стафство и кэпство, потому что была очень сильная интрига, было много кандидатов, была очень сильная конкуренция, вся команда у нас тряслась и дрожала во время этого кастинга. Но что вышло, то вышло, и поэтому я выделю именно эти самые главные воспоминания. И с нами король СММ-отдела. Следующий. И с нами король СММ-отдела. Наш всеми любящий Надиар. Всем привет, это я, Сарсенбеков Надиар Ирланович, 2004 года рождения, проживаю в городе Семей. Вот. Почему именно Hunters? И был ли ты в других студ-клубах? Почему в итоге остался с нами? Почему именно Hunters? Потому что Hunters — это в первую очередь супер атмосферная, классная, дружелюбная команда, которую я не ощутил в других студ-клубах, а лично я был в 5 или в 4 студенческих клубах одновременно, и только Hunters понравился, прикиньте. Хорошо, были ли у тебя мысли о кике, уйти с Hunters, и что тебя остановило в этот момент? Да, у меня было много мыслей насчет кика в Хантерсе. Это особенно было после приемной комиссии, когда я уже стал стафом. Я думал, 3 месяца отпахал в приемке, потом сразу ориентейшн, сразу выставка. Готовиться нужно было сложно. Я хотел кикнуться, но остался. Чему очень сильно мы рады, потому что СММ-отдел бы умер. Теперь следующий вопрос. Расскажи про свое любимое воспоминание, связанное с нами. Возможно, когда ты был первошом. Возможно, у тебя их несколько. Самое яркое и любимое воспоминание – это день открытых дверей Sensation Party, который мы организовали летом. Это там выступал Абдр, Кали, мощный исполнитель. Это первый раз, наверное, за всю жизнь Хантерса такое мероприятие. Крутое, масштабное, и пришло более 1000 человек. И на этом все. Спасибо большое за ваш просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта рубрика. От лица Hunters хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты и цели были достигнуты, море любви, радости, везения в вашей жизни, чтобы все плохое у вас осталось в этом году и всего-всего самого наилучшего. Всем пока!